Завтра, 15 ноября, в Сухуми откроется 7-й Абхазо-Российский деловой форум «От стратегии к истории успеха». В нем примут участие представители Абхазии и регионов России, органов исполнительной и законодательной власти, деловых кругов, неправительственных организаций, средств массовой информации двух стран. О гостях очередного делового форума, а также об ожиданиях от него в репортаже Ренаты Шакая. За прошедшие годы Абхазо-Российский деловой форум зарекомендовал себя как эффективный инструмент для придания дополнительного темпа развития связи между Абхазией и Россией. Нынешний форум – продолжение работы, которая дает хороший результат. На площадке форума будут обсуждаться вопросы привлечения инвестиций в Республику Абхазия, улучшения делового климата, перспективы развития сельского хозяйства, перспективы развития туризма, вопросы взаимодействия с Российской Федерацией по линии энергетики, вопросы, связанные с сотрудничеством в сфере телекоммуникационных сообщений, заседание делового совета планируется. То есть это очень такая насыщенная, интересная будет программа. Более того, завтра планируется подписание ряда инвестиционных соглашений. И самое, наверное, интересное, мы завтра в рамках этого форума планируем открытие одного предприятия, первое предприятие, которое в рамках программы кредитования среднего и крупного бизнеса на сумму 1,2 миллиарда рублей. Вы знаете, Министерство экономики Республики Абхазия совместно с инвестиционным агентством в городе Москва реализует эту программу с апреля 2015 года. Это как раз вот первое предприятие, которое в рамках этой программы реализуется, мы завтра будем открывать. Конечно, это не последнее предприятие, там уже с такой короткой периодичностью будут открываться уже и другие предприятия, большое количество будет там создано рабочих мест, то есть эта программа уже вот дает свои плоды. В работе делового форума будут принимать участие более 400 человек. Мероприятие проводится с целью привлечения инвестиций для развития малого и среднего бизнеса, финансирования инвестиционных проектов в области строительства, промышленного производства, туризма, сельского хозяйства. Тематические круглые столы, которые планируется провести в рамках форума, предусматривают обсуждение двухстороннего сотрудничества между министерствами и ведомствами двух стран. В этом году программа наполнена уже таким реальным содержанием. Я уже говорил выше о том, что будут подписаны инвестиционные проекты. Это уже конкретные рабочие места, конкретные предприятия. Это то, о чем говорил и говорит наш президент, о создании и поддержке реального сектора экономики, о переходе во взаимоотношениях с Российской Федерацией на другие рельсы, на рельсы создания экономической базы в Республике Абхазия, которая позволяет строить самодостаточное государство, которое может само себя обеспечивать. Это, к сожалению, не достигается так быстро, как многим, конечно, хотелось бы, но это уже первые ощутимые серьезные шаги, которые в этом направлении мы совместно с нашими российскими коллегами. Отдельно хочу сказать и большое спасибо администрации президента Российской Федерации, которая оказывает очень серьезную поддержку в рамках вот этой программы и поддержки предпринимательства и реального сектора. Вот эти первые шаги, которые дают вот такой вот результат. По итогам форума состоится подписание двухсторонних документов, направленных на развитие и углубление сотрудничества в различных сферах деятельности. Рената Шакая, Беслан Чинжоли, Абхазское телевидение. Сейчас о кадровых назначениях. Сегодня президент подписал указ о назначении Даура Кубахия председателем Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Другим своим указом президент назначил Вадима Харазия председателем Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации. Перспективы зимнего экстремального туризма в Абхазии обсуждались на встрече президента Рауля Хаджимба с руководителем проекта «Горная Абхазия». Тенгиз Тарба рассказал главе государства о результатах деятельности проекта за 5 лет существования и о планах на будущее. Подробности в репортаже Симы Аргун. Рауль Хаджимба отметил, что участники проекта выполнили свои обязательства. Важно, чтобы нас слышали и видели. Наша уникальная природа должна не только привлекать людей, но и способствовать развитию круглогодичного туризма, подчеркнул президент. Те материалы, которые пошли в мир, добрались до Китая, я думаю, что тоже дают возможности вот тем же китайцам и тем же людям, которые хотят с нами выстроить отношения,
это и малая толика ваших заслуг. По мнению президента, благодаря проекту «Горная Абхазия» наша республика стала интересна для многих стран. Результаты экспедиции дают возможность узнать о красоте природы Абхазии, что еще больше способствует привлечению иностранцев, в том числе, считает Рауль Хаджимба. На протяжении 5 лет члены экспедиции «Горная Абхазия» времена года изучают горную местность. Участникам проекта поступает множество предложений о сотрудничестве различного характера от людей, интересующихся горным туризмом. О каких именно, рассказал известный абхазский фотограф и путешественник, директор фонда «Горная Абхазия» Тенгиз Дарба. Проект знают по всему миру. И уж как минимум люди, интересующиеся горами, занимающиеся как трекингом, так и экстремальным зимним туризмом, они с большим интересом за нашим проектом следят, пишут нам, хотят приехать. И буквально этой зимой к нам хотят приехать журналисты из Америки. Очень известная российская команда экстремалов хотят приехать. Приглашают в декабре. Мы планируем провести выставку в Москве. Тенгиз Дарба также отметил, что проект не имел бы продолжения без поддержки государства. Главной задачей Горной Абхазии на данный момент является развитие экстремального горного туризма. Участники экспедиции проложили несколько маршрутов, по которым туристы-экстремалы в сопровождении профессиональных гидов смогут подняться в горы и кататься на лыжах ски-тур по свежевыпавшему снегу. Между тем, по словам Тенгиза Дарба, другие виды зимнего туризма могут нанести ущерб нашей экологии. Одна из самых сложных для нас сейчас задач – это развитие зимнего туризма в горах Абхазии, зимнего экстремального туризма. Если о летнем туризме написано много книг и маршруты так или иначе известны, то так называемый ски-тур или фрирайд – это первые шаги делаем мы сейчас. И мы описываем первые круговые маршруты, изучаем горы зимой, изучаем их лавинную опасность. И это очень интересно и имеет большую перспективу для Абхазии. Но хотелось бы сказать, что все, что мы делаем с учетом бережного отношения к экологии Горной Абхазии и с пониманием наших традиций. Рауль Хаджимба поддерживает команду «Горная Абхазия», но при этом глава государства считает, что нужно максимально охватить и Восточную Абхазию. Уникальная природа каждого уголка нашей маленькой страны должна быть доступна как местным жителям, так и туристам, отметил президент. Здесь в большей степени, мы с вами тогда, когда занимались и подготовкой этого проекта, все-таки вся эта работа проводилась именно на территории Рицинского заповедника и далее на Отхарах. Хотелось бы, чтобы и восточная часть Абхазии была охвачена. Там действительно тоже есть уникальные по своим красотам места. И я не сомневаюсь, что нам, если удастся обеспечить в финансовом отношении все эти вопросы, мы пройдем и дальше. В свою очередь Тенгиз Дарба сказал, что и в этом направлении намечены планы, и отметил, что фонду есть чем гордиться проделанной работой в течение 5 лет. Это можно будет увидеть на итоговой выставке проекта, куда был приглашен и президент. Сима Аргун, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом в медицинском учреждении Министерства внутренних дел Абхазии все желающие имели возможность бесплатно обследоваться. Подобная акция в этом учреждении проводится впервые, но желающих принять в ней участие оказалось немало. Репортаж Сарисмар. В медицинском учреждении Министерства внутренних дел с утра очередь. Много желающих обследоваться. Во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом пациенты консультируются бесплатно. Уже завтра они могут прийти за анализами, если появится необходимость продолжить лечение. Сегодня в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом. Из них 80% проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. В Абхазии по статистике на 2015 год на учете стояло 1700 больных сахарным диабетом. Из них 100 – это дети до 18 лет. Всех больных на сегодняшний день государство бесплатно обеспечивает препаратами первой необходимости и приборами для контроля уровня сахара в крови. По словам врачей, количество людей, больных сахарным диабетом, с каждым годом увеличивается. Часто болезнь начинает прогрессировать, в связи с чем возникают осложнения. Чтобы этого не происходило, необходимо как можно чаще обследоваться. Акцию мы эту проводим здесь впервые. Акция проходит в рамках программы «Школа диабета. Профилактика и раннее выявление». Что сюда входит? Определение глюкозы крови натощак и консультация всех специалистов. Это нефролог, это кардиолог, невропатолог, окулист и, конечно, эндокринолог. Плюс сосудистый хирург. Но
В акции привлечены еще другие специалисты, потому что сахарный диабет подразумевает ряд осложнений. Поэтому мы делаем параллельно и УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ малого таза. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом был учрежден в 1991 году. Отмечать его было решено именно 14 ноября в связи с тем, что в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, который сыграл решающую роль в открытии инсулина, лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. Каждый год Всемирный день борьбы против диабета посвящен определенной теме, связанной с этим заболеванием. Это может быть тема здорового образа жизни, образования или же профилактики. Все, кто пришел сегодня на обследование, говорят, что подобного рода акции необходимы, ведь не у всех есть материальная возможность провериться. Я вообще знала, что сегодня день такой, сахарного диабета, все должны провериться и свою жизнь немножко, мы же послевоенные люди, должны немножко сохранить, чтобы здоровые были. А за это мы сегодня здесь все анализы сдаем. И тем более, как говорится, бесплатно, очень хорошо для всех. Очень грамотные, эрудированные все здесь в поликлинике. Очень девочки хорошо обслуживают, очень довольны. В первой половине дня врачи приняли на обследование более 30 человек. Акция будет продолжена и во вторник, так как желающих попасть на обследование больше, чем ожидалось. Сарьес Мырсаида Гухава, Абхазское телевидение. В рамках проведения всеобщей диспансеризации в республике передвижной флюорографический комплекс в эти дни работал в следственном изоляторе Министерства внутренних дел, сообщает отдел информационных технологий Министерства здравоохранения Абхазии. В ходе работы и диагностику легочных заболеваний прошли около 300 человек. Как отмечают специалисты, новых случаев заболеваемости туберкулезом практически не выявлено. Но и есть люди, которые уже несколько лет заражены палочкой Коха. Медики прослеживают динамику лечения, стараясь добиться улучшения. В Москве завершился открытый международный форум «25 лет СНГ. Взаимопонимание, сотрудничество, развитие», организованный по линии Россотрудничества. Республика Абхазия была представлена делегацией Госкомитета по молодежной политике во главе с председателем Алясом Авицба. Форум стал важной площадкой для содержательного общения и обмена опытом между всеми участниками. В рамках дискуссий, тематических конференций и круглых столов обсуждали задачи многостороннего гуманитарного сотрудничества. Ну а сейчас о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем 14-16 тепла. Температура моря плюс 17.